Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на мужчину. Мужчина, который пропал. Давайте посмотрим, куда он делся, что с ним происходит, что в его жизни и появится ли он снова. Загадайте на того, кто пропал, назовите его по имени, ну и задайте свои вопросы. Вот все, что вас интересует, то и спросите. Пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А здесь какая-то рыбалка полным ходом. Видите, вот он, мужчина этот ваш пропавший, стоит. И в правой руке рыбку держит. Рыбку, да? А в левой руке у него то ли сачок, то ли какие-то снасти. Не знаю, какой-то прибор, который помогает рыбу ловить. Еще стоит рядом человек и маску держит. Маску в руках. Тот, кто пропал, вот ни о чем плохом не думаете, да? Этот человек, он работой занят. Он работает, он зарабатывает деньги. Для него прям архиважно заработать какую-то определенную сумму. Может быть, у него там долги, он хочет расплатиться с этими долгами, выплатить все подчистую, да, стать свободным человеком и потом начать ухаживать за вами. Может быть, человек хочет денег заработать для того, чтобы начать ухаживать за вами. Да? Возможно, вы очень красивая, шикарная женщина. Либо мужчина настолько влюблен, что он прям хочет весь мир бросить к вашим ногам. А поскольку в кармане ветер, да, либо дырка образовалась, то есть нет средств, вот как за любимой женщиной ухаживать, вот как ей доказать, что он я от лица мужчины скажу, что я ее достоин. Вы знаете, мужчина такой интересный, перспективный. В голове у него девятка и единица. Девятка — это и знание, и изучение, и, скажем так, путь от ученика к мастеру, да. И также девятка — это конец цикла. Единица — это быть первым, это быть главным, единственным, успешным. Вот всего добиться, да, стать в какой-то работе номером один. То есть каких-то там гулянок, женщин, оргий, какого-то блуда я не вижу. Вот не вижу. У него в мыслях любимая женщина. И, судя по тому, что любимая женщина у нас выходит по линии жизни, это вы. Это вы его любимая женщина. Вы знаете, как тяжело ему дается разлука? Гораздо тяжелее, чем вам. Вы как-то в этом плане более спокойны. Либо вы думаете, пропал, значит, не сильно надо, да, найдем другого. А он прям каждый день о вас думает, каждый час, каждую минуточку, каждую секундочку. У него еще что-то есть с вашим изображением. Фотография, допустим, да. Может, у него на заставке смартфона ваша фотография общая, либо там вы одна. Может, он там скачал с ваших соцсетей, либо украдкой сделал, когда вы еще общались. Может, у него распечатанная ваша фотография есть. Может быть, он какой-то, не знаю, как брелок сделал с вашим образом. Может, какая-то ваша вещь, которую он прихватил на память. Вы там вспоминаете, ничего у вас не пропадало, да, вот личные какие-то вещи не пропадали. Если пропали, то они у него. Он просто взял, чтобы была связь с вами, да. И он эту вещь, у сердца хранит, понимаете. В какие-то особые минуты он эту вещь там к себе прижимает, по телу трет. Что-то делает с этой вещью, вас вспоминает. Вот как-то так мне идет. Да, все мысли о вас. Он ушел сознательно, это был сознательный шаг,
потому что других вариантов он не видел. Этот шаг был очень тяжелым, у него сердце кровью обливалось, да, рвалось на части, когда он это делал. Но опять же, да, есть цель, нужны деньги. Либо отдать долги, заработать, либо заработать деньги для того, чтобы за вами ухаживать. Может быть, мужчина в момент, когда вы там познакомились, начали общаться, показался вам вполне себе презентабельным, респектабельным. То есть у него могла быть хорошая одежда, там брендовая одежда, либо дорогие такие достойные вещи. Машина могла быть, там гаджеты, часы, например, да, не дешево выглядел. Возможно, эти вещи действительно принадлежат ему, но опять же, да, в силу каких-то обстоятельств у него ухудшилось материальное положение. А у кого-то отыграется, что мужчина, возможно, в чужом был, да, он просто у каких-то друзей одолжил вещи и, скажем так, решил на вас произвести впечатление. И не хотелось терять лицо, да, не хотелось признаваться, что на самом деле это все не мое, это все я там позаимствовал у добрых людей. Как вы понимаете, да. Печально, грустно, но что есть, то есть, да, скажем так. Работает, он ловит рыбу, все. В ловле рыбы он добился уже хороших успехов, но он не намерен пока останавливаться. Он решил так, что пока клюет, буду ловить, да, буду ловить. Сейчас я еще на картах проверю. Нет, он не гуляет, не изменяет, никаких других женщин рядом с ним я не вижу. Не вижу его ни в каких отношениях, даже в мыслях нет каких-то других женщин, даже желаний нет к другим женщинам. Все, что он желает, это вы и деньги. Как-то так, да, немножко ограниченно, но с другой стороны, он молодец на самом деле, да, редкий мужчина пойдет на тяжелую работу для того, чтобы на любимую женщину произвести впечатление. А то, что он вам не признался, это, конечно, его косяк, но с другой стороны, ему было стыдно вам говорить, что он в долгах, либо что он безденежный, как бы побоялся, да, что сразу вы ему на дверь укажете. Так, скрытный товарищ, скрытный. Это в его характере, быть скрытным, да, вот не говорить все. Верный, надежный. Хочется ему быть таким, знаете, ярким, хочется быть, как крутым, да, хочется быть обеспеченным. В лучах солнца, да, хочется быть, к этому стремиться, к этому. В свое время запутался, в прошлом ошибок наделал, да. Может быть, ошибкой было то, что он вам ничего не сказал. Может быть, ошибкой было в долги влезть. Но исправляет свои ошибки, тяжело и много работает, верность вам хранит, только лишь вы в его мыслях. И он прям такой, знаете, вот к семье стремится, да. Его цель не просто деньги заработать, не просто вас там покорить, деньгами засыпать, но и создать семью. Вот редкий мужчина, которому именно хочется создать семью. Может, он решил так, что я вот поеду, да, заработаю деньги не только чтобы ухаживать, но и чтобы, например, там, не знаю, недвижимость приобрести, да, чтобы это было наше гнездышко, чтобы потом не думать об этом, чтобы спокойно там жениться, детей рожать, да, как-то так он здраво смыслит, да, здраво рассуждает, но то, что он от вас это скрыл, и то, что он не предусмотрел этот момент, что вы будете о нем плохо думать, да, что вот как был да сплыл, ушел не попрощался, либо уехал и с концами, вот это он как-то не просчитал. Он, знаете, на что надеется? Он надеется на то, что, вот если судьба, то судьба. И опять же, он видит, что вы женщина умная, он это понимает. И, что вы как бы догадаетесь. А может быть, он, кстати, вот человек с маской показан, да? Может быть, даже такая ситуация, что он кого-то попросил к вам прийти и вам рассказать. А человек носил маску друга. И человек пообещал, но не сделал.
может, так отомстил, может, так и еще что. Кстати, может, этот человек за вами тоже ухлёстывает, и человек так от конкурента решил избавиться. Может, этот человек, наоборот, вам на него наговаривает. Тоже может быть, да, все-таки отсыпка общая, и отыграться может и так, и так. Давайте посмотрим, как вернется, не вернется, будет ли он успешен. Ну, по кольцу точно вернется. Куда? Куда он денется? Куда же он денется? Проблемы, да, порешает свои. Либо, может, у него и нет таких проблем, как он сам себе надумал, да, может, это в его голове. Может, если бы он вам там честно сказал, вы бы сказали: да ерунда, ничего, прорвемся, справимся, да, не надо тебе куда-то уезжать там на тяжелую работу, мы и тут что-нибудь подберем. Конечно, он вернется, девочки, но тут и кольцо, и сердце, и дом. Там, где вы, там его сердце, там его душа, там его жизнь. Конечно, он вернется. Обязательно вернется, чтобы предложить вам руку и сердце, чтобы предложить вам брак. И знаете, вот еще пришла такая информация, что, возможно, на этой цыпочке есть девушки, которые пришли и загадали на мужа. Муж, который уехал работать и там где-то застрял на этой работе. И вы там всякое разное думаете, да, почему не возвращается, почему не едет и вообще что происходит. Конечно, он вернется, потому что там, где вы, там его дом, там, где его любовь, там его будущее, там его счастье живет. Конечно, да, возможно, он встрял в какие-то проблемы, возможно, там еще что-то случилось. Ну, не хочет он вам все рассказывать, да, чтобы вас не тревожить, чтобы вы о нем плохо не думали, чтобы вы в нем не разочаровывались. Да, либо кого-то попросил вам передать, рассказать, и человек не выполнил просьбу, да, пообещал, но не сделал. Такое тоже бывает. Сволочей везде полно. Так, по поводу этого мужчины еще могу сказать, что следующий цикл жизни у этого мужчины очень такой благодарный мне идет. Но вот что значит благодарный? У него все будет получаться, у него не будет каких-то преград, у него как будто бы, знаете, на ногах подковы, да, куда ни придет, везде ему и рады, везде у него все получается. А следующий цикл у него наступит в конце этого года. То есть еще до конца этого года достаточно сложно ему будет, а вот следующий год, он прям какой-то особенный у этого мужчины. Год, когда сбываются мечты, год, когда все получается, когда прям, вот без особых усилий все в руки идет. И если этот мужчина не проморгает, да, эти возможности, то очень многое может получить, очень многого может добиться и вообще зажить такой вот прям королевской, царской жизнью может. Ну, опять же, да, умная женщина, если рядом будет его там вовремя, скажем так, приводить в чувство, либо подсказывать, да, будет гораздо легче, лучше. И жизнь, конечно, будет краше. Какой-то прям судьбоносный у него следующий год. Да? Судьбоносный. Может, и свадьба у вас будет, да, либо рождение ребенка. Что успеете и пожениться, и забеременеть, и родить. Да, все успеете. Может, и переехать куда-то сможете, либо приобрести какое-то жилье. Да, мужчина уехал за деньгами. Там, где он, там работа. И там он зарабатывает, выуживает эту рыбку. Рыбка разная, какая-то побольше, какая-то поменьше. Но мужчина прям с азартом ее ловит. Конечно, ему тяжело. Работа там достаточно, скажем так, тяжелая, да. Почему-то мне идет как даже физическая, либо какая-то физическая нагрузка, да, перегружен физически мне идет. Чем бы он ни занимался, но много сил теряет, да, много сил теряет, и это прям... Кстати, на нем сказывается. Возможно, если он был таким пухляшом, то он похудел, там мускулы появились, прям этот рельеф пошел. И если мужчина был прям таким худеньким, как дрыщ, то прям, да, подкачался немножко, выглядит по-другому стал. Лицо немножко такое уставшее стало, глаза прям такие, знаете, жизнь повидали. И... Вы знаете, еще вижу, что он что-то читать начал, чем-то увлекся. Может быть, это какая-то религиозная литература, может быть, это какая-то философская литература, может, еще что-то, что вообще иностранный язык изучает. То есть у него нет свободного времени, у него нет позыва так, там, к женщинам другим. Вот все, что у него есть, это то, что он делает, его работа, это его вот эти книги, что он там читает.
И плюс мысли о вас. Все, что у него есть в сегодняшнем дне, конечно, он вернется. Никуда он от вас не денется. Все, что он заделал, это все ради вас, исключительно ради вас. То, что так все случилось, да, что вам обидно, больно, непонятно, но он этого совершенно не хотел, он не думал, что так получится. Может быть, там, где он, связь плохая, может, вообще нельзя пользоваться связью. Мы не знаем этих подробностей, да. Может быть, он не хочет, принципиально не хочет, чтобы вы его вычислили и узнали, где он находится, чтобы вы за него не переживали, чтобы вы не волновались, и чтобы вы его там, скажем так, не начали упрашивать вернуться. То есть пожалели, да, чтобы вы его не жалели. Это не потому, что он не хочет возвращаться, а потому что он не хочет, чтобы вы его жалели, чтобы вот эта жалость была, да. Он хочет, чтобы вы его любили, но не жалели. Вот это для него важно. С мужчиной вы точно не ошиблись. Я думаю, что вы и сами это подозреваете. Вот эта разлука мне еще идет как проверка. Проверка на силу и прочность чувств. Проверка, возможно, даже не для него, но для вас. А возможно, именно сама судьба решила так все обустроить, чтобы вы, побыв вместе, потом расставшись, вот прям для себя каждый, да, понял, насколько люблю, насколько дорожу, насколько мне этот человек нужен. Вот как-то так мне идет. Далеко, этот человек далеко от вас. И там, где он находится, там не райское место, там достаточно суровые условия, тяжелые условия. Но мужчина на это идет сознательно для того, чтобы заработать деньги. И деньги для него в сегодняшнем дне после вас это прям все. Да? На первом месте все-таки вы у него стоите, на втором месте у него стоят деньги. Но почему-то опять же показывает, что без денег он считает, что он вам не нужен. Либо он не имеет никакого права без денег к вам подходить, либо на что-то претендовать. Может быть, он не работал, да, когда вы общались, встречались. И он понимал, что я не смогу быть обузой для любимой женщины, да, не смогу жить за ее счет, либо какие-то такие позорные для него вещи. Да, у него есть свой кодекс чести. Вот что есть, то есть. Если вам про этого мужчину говорят, что он где-то гуляет, что он где-то там морально разлагается, проживает свою лучшую жизнь, эти люди, кто говорят, они враги. Эти люди не желают вам добра. Эти люди вам врут. И врут вам сознательно. Понимаете? Специально оговаривают этого мужчину. Хотят, чтобы вы себя плохо чувствовали. Хотят, чтобы вам было больно. Хотят, чтобы вы, скажем так, принимали радикальные и неправильные решения. Да? Вот как будто бы хотят счастье ваше украсть. Хотят видеть ваши страдания. Есть, я вижу в вашем окружении люди, которые могут вам говорить, что не переживай, все наладится, да, все выяснится, мужчина объявится. Такие позитивные мысли. И эти люди хорошие. А есть те, которые специально нагнетают обстановку, начинают говорить, что вот, он тебя бросил, а мне кто-то сказал, что его видели, что он там то, что он там все. Да? Эти люди вам завидуют и добра вам не желают. Наоборот, хотят видеть ваши страдания, хотят видеть ваши мучения. Так что еще такая подсказка, делайте правильные выводы. Так, еще хочу вас предупредить по поводу какой-то женщины. Женщина носит на голове что-то как корона, не знаю. Может, это какое-то украшение, может, это какой-то ободок. Может, она так волосы укладывает, что это издалека кажется как корона, да? Может, это даже какой-то головной убор, да? И она носит его как корона, да? Потому что там шапочку либо бейсболку можно носить, как обычные люди носят, да? Можно ее куда-нибудь там, знаете, повыше, да? И это выглядит смешно и глупо. Эта женщина, она, скажем так, она мошенница, да? Ладно, не буду подбирать слова, скажу как есть. Она мошенница. Конечно, красиво и ладно разговаривает, там складно поет, но она мошенница. И если вы думали, либо планировали какие-то дела с ней иметь, ни в коем случае, иначе попадете в руки этой мошенницы, потом очень сложно будет выбраться. У нее руки длинные, липкие, каучуковые. И еще вижу, что вы можете стать для нее прям каким-то донором, либо это и коровой, да, дойной, и прям
Может, она к вам пристрастится, может впутать в свои какие-то мошеннические схемы, а потом сказать, что мы теперь с тобой повязаны, и ты теперь будешь делать то, что я тебе говорю. То есть там такая шельма, что просто страшно. Лицо типа доброе, речи складные, но мошенница, редкая мошенница, я бы так сказала. По ней это застенки плачут, да, тюрьма плачет. Красиво говорит, умеет заинтересовать, даже как-то гипнотизирует людей, но держитесь от нее подальше. Просто держите подальше. Вот эти все успешные успехи, я все знаю, я там суперпрофессионал, это все чёс. Чёс, причем от первого до последнего слова. Это мошенница. Мошенница, с которой не стоит иметь дело. Ни в коем случае, иначе потом долго будете выбираться, еще и пострадать можете, еще и потом на вас навешают, да, ярлыков, оно вам ни к чему. Лучше с этой женщиной ни в коем случае дел не иметь. Прежде чем что-то решить, наведите справки по поводу этой женщины. Интернет знает и помнит все. И если начнете искать, точно найдете. Найдутся люди, которые ее знают, найдутся люди, которые от нее пострадали, найдутся люди, которые ее давно разыскивают, чтобы привлечь ее к ответственности. Вот и все. Будьте поосторожнее. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.